Я хочу вам рассказать про то, что месяц назад, сегодня 6 сентября, ровно месяц назад, 6 августа, в День Победы Чеченской Республики Ичкерия, меня пытались вербовать. Я вам обещал сказать имя этого человека, я всем необходимым лицам сообщил имя, теперь я сообщу об этом публично, чтобы все прекрасно знали. Итак, я расскажу чуть сокращенно, все у меня в записи имеется, сокращенно я вам сообщу разговор, который произошел у меня с человеком, который меня вербовал на работу российских спецслужб. В частности, речь шла о российских военных. Там произносилась фамилия Саидмагомеда Какиева, работника российских спецслужб, и другие имена. Итак, начнем. 4 августа со мной связался человек, которого зовут Нашхо Эльдаров, и предложил мне взять его в машину, когда мы будем ехать в Страсбург. Мы из Гамбурга должны были поехать в Страсбург. По пути мы должны были забрать этого человека. Я сказал, хорошо, у нас будет место, у нас было 4 человек. Мы взяли этого человека с собой. 4. Доехали мы туда, побыли там, и весь день по дороге общались, обратно общались. Вот этот Нашхо Эльдаров, это тот человек, который вербовал меня, пытался вербовать меня для работы на российские спецслужбы. Это вот этот человек, Нашхо Эльдаров, как он представляется, вербовал меня для работы на российские спецслужбы. Разговор начался с того, что он знает наверняка о том, что они точно узнают, что я работаю на Ми-6, и что я должен теперь работать и на них. Я хотел узнать, о чем человек. Я сперва, во-первых, в начале, когда разговор вообще начинался, мне показалось это шуткой. Но потом, когда уже речь о Ми-6 зашла речь о том, чтобы я выслеживал украинцев, с которыми очень много общаюсь, и так далее. Я понял, что человек не шутит. И я начал дальше с ним общаться, поддерживать разговор, и мы начали продолжать общение. Да, Владимир Рабинович, кстати, Бонд был он. Он сказал, что у него, это его кликуха, или как его, агентская кликуха, Бонд у него, Бонд. Этот человек рассказал, что он работал еще во время войны с русскими, брал оружие у них, заходил на главную военную базу, где расположен отдел Какиева, заходил там, разговаривал с генералами русскими, что они ему давали вооружение и так далее. Он со своей группой, у него была самая хорошая форма у его товарищей, оружие самое лучшее, и он их на пальце вертел, он говорил, что он там какие-то свои дела делал. И потихонечку речь пришла к тому, что мне нужно тоже начать работать с ними и так далее. Я сказал, а что мне нужно делать? Как я вам сказал, мне нужно добывать информацию об украинцах. Я сказал, а что я за это буду иметь? И вот такой разговор у нас идет. Мне очень хотелось сказать, что да, я согласен, и чтобы получить побольше информации от него. Но так как я знал, что он тоже записывает, я подумал, что это будет лишний компромат для меня, и поэтому пришлось
не говорить да и все равно пытаться выудить эту информацию. В процессе разговор надо понимать, я сидел за рулем, он сидел справа от меня, сзади сидели два наших товарища, которые спали, храпели. Ну, один часть разговора все равно слышал, тоже является свидетелем. Ну и вот 4 часа мы едем, где-то больше даже 4 часов мы едем, и все это время человек пытается всячески меня уговорить, начиная от комплиментов, предлагает мне машину, дачу, дом, деньги, зарплату. Я начинаю еще там расспрашивать, он меня о чем-то спрашивает, я ему отвечаю, и тут такой диалог идет. И в итоге мы приходим к тому, что человек явно склоняет и говорит, ты вот многое говоришь, многое делаешь, но вот я понял из его разговора, что вот я дал повод ему, что я готов сотрудничать, но почему-то вот сейчас я вот не сотрудничаю, что вот это неправильно там и так далее, и так далее. Мне нужно было, конечно, больше информации получить, и дальше общение продолжалось. И так продолжалось более 4 часов. Более 4 часов. Ну или около того. Потом мне предлагались, как я говорил ранее, женщины, потом предлагались разные другие блага. Я сказал, если я не буду работать, что мне будет? Я сказал, вы меня убьете? Он сказал, нет, нет, он сказал. И сразу было понятно, что убьют. Депортируйте меня, что вы сделаете? Нет, просто твоя светлая голова, дословно, как он сказал, нам очень нужна. И через месяц ты придешь и будешь работать на нас, он сказал. Месяц прошел. Компромат, который у них есть на меня, не знаю, какой у них может быть на меня компромат, какой бы он ни был, я готов умереть, но не работать на фашистов и террористов из России. И вообще на фашистов и террористов. Поэтому я вам сообщаю, все люди, кто стоит с этим человеком, общается с этим человеком. Там очень много еще моментов, которые я изложил. Я сейчас не буду, чтобы он постоянно, говорит, меня смотрит, чтобы он всего узнал, на что я сделал акцент. Я изложил всем видным нашим руководителям об этой ситуации. Реакция не последовала должная, какая я посчитал. Сегодня этот человек ездит с другими людьми, встречается, проводит какие-то там вечеринки, ну или День независимости отмечает, там мероприятия проводит разные. Выступает, пытается выступать. Кстати говоря, я обращаюсь к правительству Чеченской Республики Ичкерия во главе с Ахмедом Закаевым, лично к Ахмеду Закаеву. Вот этот Нашхо Эльдаров занимался сбором данных для паспортов. На тот период времени эти паспорта не делались. Вот сейчас только поступила партия, паспорта привезли и так далее. Так вот, паспорта не делались. Этот человек собирал паспорта. Более того, этот человек там на нашем вот этом 6 августа ежегодном собрании правозащитников мира и права человека, там он попробовал собрать у присутствующих эти данные людей. Я очень подозрительно отнесся к этой идее, так как человек немного искажал действительность, правду, и мне пришлось выступить и собрать данные у присутствующих. У него не получилось, хотя было бы это очень классически, да, приехать, собрать всех, кто там присутствовал, у них собрать данные, да, фамилии, имена, кому нужны паспорта и так далее, и потом еще завербовать меня. Ну просто это был бы реально Джеймс Бонд. Но к большому нашему счастью, он не Джеймс Бонд, он обычный деревенский парень, который
может только доверием войти вам. Может, если просто вы ему поверите, то вот тогда он вас обдурит. А так, конечно же, этот человек далек от уровня специалиста, да, кем он себя может представить. Потом началось разбирательство, я как сказал об этом, и ничего, ну, наверное, он догадывался, что у меня может быть запись, и поэтому он не стал отрицать, что был разговор, но он сказал, что он пошутил. Задорнов 3 часа мог шутить, но это 4 часа шутил. И вообще, я считаю, что с этими шутками, конечно, можно было бы и пострадать с этими шутками. Ну, я гарантирую, что ни один человек, который, по моим данным, работает на российские спецслужбы, с ним у меня не будет ничего, кроме вражды. Поехали дальше. Поехали дальше. Так что я сообщаю вам, господа, чтобы вы знали. Так, Вильпесен Культ. Аслан, Миша, Дик Меттигю, да, я беркет, Евгений, Аслан, подарю пару брит, а также обучение сна с 30 секунд, и он отдыхает. Нож не на. Я его вроде где-то на митинге видел. Да, он бывал на митинге. Да, он бывал и в Берне на митинге, и везде бывал. Так. Чеченский след, Рязанский сахар. Аслан, машина может быть заминирована. Может быть заминирована, да. Амзат Гилаев. Так, это не мне. Салам маршал Масарга Дебора. Делю салам маршал Хуйль. Хамзат Аджахари. Я вроде не слышал от нее плохого. Антирашизм. Интересно, Жова из Вены, который друг этого Нашхо, который пригласил его в Вену, завербован этим агентом дыркой или он дурак? Не знаю. Антирашизмус. Маждада. Анзор это вбросы российских пропагандонов. Так. Он на фоне флага Ичкерии на фото. Да, совершенно верно. Это ярый ичкериец. У него погибли родственники, племянники, как он говорит. Погибли, и это, в принципе, возможно, это так.